Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто сегодня думал о вас? Кто этот человек и что о вас думал? Давайте посмотрим. Ни на кого не загадывайте, просто загадайте на себя. Пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Тут человек прям переживал, либо печалился, почему я не птица, почему я не могу к ней прилететь. Видите, вот она птица, но с такими очень странными крыльями. Кто-то, кто далеко от вас находится, кто-то, кто в разлуке, наконец-таки оценил, кто вы есть в его жизни. Здесь человек, который как птица вольная, да, куда хочу, туда лечу. Ну, такой позиции придерживался. И, скорее всего, в какой-то момент вы так и сказали: ну и лети, да, лети, и чтобы и не видела тебя, и не знала, и вообще про меня забудь. Человек упорхнул, прошло время. Чем дольше была разлука, тем чаще вы вспоминались, тем чаще к вам тянуло. Тем как-то, знаете, прохладнее становилось этому человеку. Потом стало холодно. И человек такой: так, чего-то мне не хватает. Мне не хватает моей любимой женщины. Вы знаете, несмотря на то, что в свое время этот человек не выявлял какого-то особого интереса к отношениям, либо избегал, возможно, даже серьезных отношений, именно в разлуке проявилось то, что человек к вам на самом деле привязан. И привязан достаточно сильно. Вот эта привязка, она как будто бы как прочнее стала, да? И чем дальше он от вас, тем сильнее к вам хочется. У кого-то из вас, ну это же общая отсыпка, да, у кого-то так и проявилось, что только лишь оказавшись там за 1000 километров от вас, у человека к вам любовь вспыхнула. И человек такой: мамочки, что же я натворил, да, какой же я глупенький. А теперь, смотрите, готова отдать что угодно, чтобы превратиться в птицу и к вам прилететь. А может быть, человек, кстати, может быть, человек вам отправляет сообщение, а вы его заблокировали, а может, вообще номер сменили. И эти птицы, они никуда не летят, потому что в блоке он находится, да, вы не видите эти сообщения. И еще у кого-то может отыграться, что человек через кого-то передал вам важные слова, но вы их не получили, да, и человек там сидит и переживает: а как так, почему не отвечает, почему не выходит на связь? Почему ничего не делает, да? Какие-то такие мысли. Также я вижу, что человек одиночеством сейчас расплачивается за то, что был очень самонадеянным, и за вот это вот желание свободы, да, полета. Типа: я птица вольная, да, куда хочу, туда лечу. А теперь это все ему обернулось бумерангом. У него есть свобода, но нет нежности, нет заботы, нет любви, нет тепла. Вот его это гложет, очень сильно гложет. И вот вижу, что очень далеко от вас находится. Кстати, тут может быть как конкретная дальность расстояния, так и ментальное отдаление, да, сердечное отдаление. Возможно, вы от человека максимально закрылись, как я говорила, там в блоке этот человек у вас находится, и вы не хотите там ни слышать, ни знать, ни общаться, ни встречаться, вообще ничего не хотите слышать про этого человека. А этому человеку вы сейчас как позарез нужны. Ну, давайте на картах посмотрим, что это у него такое к вам. Любовь, либо он, грубо говоря, лишился опоры в лице вас. Может быть, такое время у него в жизни, да, когда он никому особо не нужен, и поэтому такие ощущения. Сейчас посмотрим. Но мне идет, что мечтает стать птицей и к вам прилететь. Либо ждет, что вы ему там ответите на какое-то послание, сообщение. Я же говорила, что он хочет стать птицей.
Но он об этом мечтает. Он мечтает о встрече, мечтает про общение, вот про приезд, про то, что он вам, ну, про чувства свои расскажет. Вы для него прекрасная, но далекая звезда. Готов преодолеть расстояние, чтобы воспользоваться шансом и к вам проявиться. Ну, по чувствам это любовь, потому что рыбы вышли. Любовь, которая проявилась, вот как я говорила, чем дальше он от вас, тем чувства сильнее, ярче проявляются. Да? Через время, через расстояние проявилась любовь. Ну вот есть же эта поговорка, что имеем, то не ценим, а потеряв, плачем. Да? Вот приблизительно из этой серии. Он не такой независимый, как сам о себе думал. И не такой уж он без корней, как себе предполагал. На самом деле, может быть, это какие-то личные убеждения, либо влияние социума, да, избегать серьезных отношений, либо там, ну, не знаю, к чему-то стремиться, к какой-то свободе. Кому нужна эта свобода, если ты один как перст, если нет любви, да, если нет тепла. Ну, мужчина сейчас как раз в этот момент это все и очень сильно на себе прочувствовал. Будет ли он делать попытки связаться с вами? Да, будет. Будет, и разные способы будет пробовать. Стоит ли вам общаться с этим человеком? Но это только лишь от вас зависит. Если еще не все, как сказать, прогорело, то почему бы и нет? Человек очень сильно поменялся за это время, и человек достаточно мощно трансформировался. Ну, это еще не идеальный вариант, но тем не менее есть над чем поработать. И если вы пообщаетесь, то вы будете очень приятно удивлены, да, насколько этот человек изменился, насколько он по-другому, по-взрослому теперь рассуждает и смотрит на жизнь, на мир. То есть, в принципе, есть за что похвалить, но и есть за что поругать. И если прям вы категорически такая, нет, это не мой вариант, я не хочу, и все эти как прожитые неприятности, чтобы это все повторилось, я не хочу, то тогда, девочки, он будет все равно даже на расстоянии, будучи, как-то пытаться до вас дотянуться, чем будет вас очень сильно раздражать. Да? Он даже может действовать через каких-то третьих лиц, ну вот, как я говорила, да, через кого-то передавать вам информацию. И там, если человек приходит и говорит, что вот то-то и то-то, меня там видел, со мной связался, попросил, чтобы ты ему там отзвонилась, а вы скажете, нет, не буду, то люди даже могут вставать на его сторону и говорить, что он же так тебя любит, да, а почему ты такая злая, почему ты не можешь там просто ему набрать и с ним там парой слов перекинуться. То есть вот это еще может быть. Еще может быть, что не сейчас, но, может быть, со временем, да, этот мужчина таки к вам приедет, да, найдет такую возможность, чтобы к вам приехать. И тогда он прям будет заявлять свои права на вас и, ну, буквально там предлагать вам все и сразу. То есть вы должны быть к этому готовы и понимать, что он просто так не сдастся. Я даже больше скажу, если вы вот сейчас ему скажете нет, скажете, что все, уже поздно, поезд ушел, я уже в тебе разочаровалась, да, с тобой ничего не хочу, там, никакой ни связи, ни общения, он все равно не сдастся, он все равно будет добиваться вас, он все равно будет пытаться, ну, изменить, да, то, что между вами происходит. То есть не мытьем, так катаньем, не в окно, так в трубу, да, не в дверь, так в окно. То есть будет всякие вариантики, ну, пробовать, да, прощупывать. И достаточно, может быть, настойчивым человеком. Вот как он настойчиво ворвался на свободу, так теперь он может настойчиво ворваться в отношения. Ну, как говорят, ложка дорога к обеду, а после обеда уже это все неважно. Не знаю, насколько вам эта информация приятна, неприятна, но вот именно такого человечка показали. И еще о вас думает мужчина, у которого, ну, семья, я так понимаю, да. Опять же, семья бывает разная, да. Бывает жена и дети, а бывают там родители, сестры и братья, да. И так можно прочитать. Есть семья, и есть какие-то семейные проблемы. Ну, допустим, он женат, и там постоянные скандалы, и люди достаточно плохо живут, да, вот прям как на пороховой бочке. Либо он живет в семье, но родители, там, не знаю, болеют, не дай бог, либо родители очень там требовательные, ну, буквально заставляют этого мужчину быть
их личным, не знаю, там, лакеем, да, то есть он должен слушаться родителей, они там, может, эмоционально его как-то шантажируют, может быть, материально, ну, то есть бывают разные истории. А мужчине очень хочется, ну, как сказать, в другую реальность попасть, да, и хочется попасть именно с вами. И, скорее всего, он спасается от этих всех будней, ужасных, тяжелых будней, тем, что он мечтает о вас и представляет вас. Как будто бы вы в какой-то параллельной реальности, где есть только он и вы, и где очень тепло, светло, прекрасно, да? Где нет этих проблем, где нет этих родственников, где нет ссор, где нет вот всего этого раздора. Подойти к вам и сказать о своих чувствах, ну, это навряд ли. Потому что этот мужчина, он вас уважает, да, ну что он вам скажет? Извини, я женат, но я тебя люблю, да, будь моей любовницей. Но это прям совсем не уважение вас и даже, ну, обидно, да. Прийти и сказать, что я тебя люблю, но мама и папа против, да, они мне там девочку нашли, невесту нашли, тоже как-то, знаете, ну прям совсем нехорошо. Это какая-то как неразделенная любовь. Я даже не могу сказать, что он вас любит, да, он любит ваш образ. То есть он не знает, какая вы на самом деле, лишь только может догадываться. Даже если у вас и были какие-то отношения с ним, ну, допустим, да, у кого-то мог быть и роман, да, пока вы там не узнали, что он женат, либо не узнали, что семья против. Но до конца, какая вы есть настоящая, он не знает. Я вижу, что он слишком много в фантазиях находится и, ну, буквально наделяет вас теми качествами и особенностями, которыми вы по факту не обладаете. Ну, допустим, ему кажется, что вы там максимально нежная, максимально доверчивая, ну, а вы, наоборот, вы женщина очень умная, вы женщина интеллектуально развитая, и никакая вы не доверчивая. А по поводу нежности, да, вы можете быть нежной, но не со всеми и не всегда. Да? Вот как-то так мне идет. И вот он о вас мечтает, и мечтает очень часто, мечтает буквально каждый день, может быть, даже и там, несколько раз в день он о вас мечтает. И ваш образ его спасает от той жесткой реальности, в которой он сейчас оказался. Но что мне не нравится, то, что мужчина мечтает все изменить в своей жизни, но ничего не делает. Буквально в мечтах он такой герой, а в реальности он прям, ну, такой серый, да, мужик, который, ну, в общем, тянет свою эту лямку, да, и не жалуется. Если вы, например, были в отношениях с женатым мужчиной, и этот женатый мужчина вас разочаровал, хотя мог там вам обещать, либо клясться, знаете, что он просто такой есть от природы. Да? Он человек, который не обладает той смелостью для того, чтобы самому управлять своей жизнью. Бывают люди от рождения очень смелые, ну, такие как вы, да, которые никогда не будут терпеть чужую указку и которые всегда живут так, как им хочется. И сами отвечают, да, за свои поступки. А есть люди, которых, ну, возможно, и в детстве ломают, там, строгие родители, заставляют там, быть во всем покорным, послушным, соответствовать всем высоким требованиям, которые выставляет общество по отношению там, к мальчику, к мужчине. Да? Вот и все. Да? Может, по характеру такой, знаете, забитый немножко, нерешительный. А может, наоборот, да, человек, который приспособленец. Вот он так приспособился жить. И, в принципе, что? Да, неприятно, ну, терпимо, да, как-то так не идет. Сейчас еще на этого мужчину посмотрим. Но этого мужчину вы точно должны знать. Потому что он всегда так грустно на вас смотрит. Прям такие глаза грустные-грустные, слезами наливаются. Да, жизнь тяжелая, проблематичная. Радость — это только помечтать. Да? Помечтать о вас, о своей какой-то беззаботной жизни. Но нет, абсолютно. Ой, не тот человек, который вам нужен. Не может сдержать слово, которое дал. Сам себе не верит, сам в себя не верит, буквально полагается на других. И с одной стороны, он понимает, что вы, скорее всего, как сильная личность не согласитесь, но в его мечтах вы не сильная, а вы, наоборот, очень мягкая, добрая.
Ну вот все, что ему осталось, это мечтать. Почему-то мне кажется, что у вас были отношения, и он вами был послан далеко и надолго. И как-то он так послался у вас, что он так пожал плечами и сказал: ну ладно, как хочешь, и ушел. Вот, вы ушам своим не поверили, потому что для вас он был таким достаточно героическим человеком. Ну, по крайней мере, он так выглядит, да, внушительно. Но оказалось, что он тюфяк. Извините, но этот мужчина, он тюфяк. Если отношений не было, то вы как женщина чувствуете, да, что вы нравитесь этому мужчине, женатому мужчине. Ну, понятно, что вы не будете с ним отношения иметь. Либо вы чувствуете, что кому-то нравитесь, но мужчина ничего не делает, только очень грустно на вас смотрит, а вы не понимаете, почему. Ну, скорее всего, тут семья. Семья, которая диктует свою волю и там, ни шага ни вперед, ни назад, ни вбок не прыгая, да, пока семья не разрешит. Там, скорее всего, очень властная мама, которая мужчину этого за горло держит и буквально намертво пришила к своему подолу. То есть бывают такие моменты, когда родители таким грешат. Но опять же, да, был бы у него характер, а с характером люди именно конкретно рождаются, то этого всего бы не было. Ну, значит, характер у него прям очень мягкий, восковый, да. Так, еще. Здесь вот какие-то люди сегодня о вас говорили, причем их двое, и говорили они о вас. Ну, тут больше, знаете, как сплетничали, скорее всего. Один из них мужчина, другой женщина. Разговор был достаточно мерзким, и обсуждали, ну, вот чего вы добились, либо что там у вас положительное случилось. Эти люди не хотят признавать того, что вы умничка, да, что вы молодчинка, что вы талант, что вы способная, что вы, ну, действительно сами себе дорогу протаптываете. Скорее всего, они очень сильно завидуют и пытались, ну, вот перед друг другом, да, пощеголять в фантазиях, что же на самом деле случилось. Мужчина говорил, что вы, скорее всего, с кем-то спите, и поэтому у вас такие результаты, успехи, либо там вы что-то приобрели, имеете. А женщина говорила, скорее всего, что нет, это, скорее всего, там семья помогает, вкладывается, ну, либо какие-то семейные, там, родственные связи. То есть, понимаете, людям в голову не приходит, что вы все смогли сами себе обеспечить, да, что никто вам не помогал. Вы всего добились сами своим трудом, умом, фантазией, талантами. И вот от зависти они начинают, значит, себя утешать вот этими придумками, что нет, она вот спит, она там семейным ресурсом пользуется. И вот разговор у них был достаточно долгий, потому что они там прям обсуждали, смаковали, по косточкам вас разбирали, ну, как тешили свое, наверное, уязвимое самолюбие. Либо зависть настолько сильно их распалила, что они там прям вошли в раж, да, много про вас там наговорили. Нет бы там решать свои проблемы, либо заниматься своей жизнью. Нет. Вот представляете, что зависть людьми делает? Вот сидят они там где-то там в кафе, либо на кухне у кого-то, и про вас, да, про вас общаются, вот какая вы такая, сякая, хитрая, ловкая, нечестная, да. Нет бы брать вас пример и тоже тяжело и много работать, развиваться, трудиться, обучаться. Нет, лучше вот сидеть с голой жопой, извините, и других обсуждать, да, принижать талантливых людей. Вот мне идете вы как талантливый человек, а они вот реально принижают. Ну, чтобы, наверное, самим было как-то легче, проще и не настолько болело то, что они неудачники. Так, девушки, которые в паре, в браке, у кого есть любимый человек. Ваш любимый человек тоже сегодня о вас думал, но даже не столько о вас, сколько о том, что надо какой-то подарок купить. Возможно, у вас скоро день рождения, да, и мужчина, ну, реально готовится заранее. А если день рождения нет, то, возможно, мужчина, не знаю, давно вам ничего не дарил. Может, вы ему там пожаловались, что подарков нет. Вот думал о чем-то в виде подарка и прям какие-то варианты просматривал. У кого-то еще отыграется, что в интернете мог просидеть достаточно долго, подбирая там что-то интересное и красивое. Может быть, мужчина, не знаю, даже какую-то путевку подбирает, чтобы вы вместе там поехали, отдохнули, да, хорошо вместе время провели.
Но вот не конкретно о вас думал, но думал о каком-то подарке, о каком-то сюрпризе именно для вас. То есть, ну, в принципе, с натяжкой можно сказать, что думал о вас. То ли он не очень разбирается, что ему нужно подарить, либо что вам понравится, то ли, может быть, у него сейчас с деньгами как-то не очень, да, потому что он прям, ну, как-то... Нет, он не жадный, просто, наверное, денег не хватает. Хочется лучше, да, вам дать. Лучше. А как лучшее понимаешь? То, что дороже, то и лучшее, да? Но, к сожалению, пока на это лучшее денег не хватает. И вот он прям изучал всякие разные варианты. Может, изучал там даже какие-то моменты, там, как взять кредит, чтобы любимой ей сделать подарок, там, как я его буду выплачивать. Ну, вот голова у него кипела. Но мысли были, и это уже хорошо. Так, мои дорогие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.